Мы знаем, в основном все здесь собрались, люди, знающие многие проблемы тюркского мира. Мы все прекрасно это знаем, да? Вот. И единственным выходом, как бы вот и для страны, и для нашего культурного сохранения является как раз налаживание нормальных взаимоотношений с тюркским миром, наверное. Других выходов нету здесь, в нашей стране. С одной стороны, на нас давит Китай с его экономическим могуществом и так далее, большим населением. С другой стороны, Запад, тоже экономически сильное образование. Так? Вот. И остается нам центр Евразии для нас, для России, если она хочет сохраниться, по сравнению с такими гигантами. Вот. Значит, Россия должна пополняться людскими ресурсами, да? Фабрики, заводы в России должны работать, и работать эффективно. Потребителем нашей продукции, естественно, является, значит, в большей части может быть тюркский мир, который нуждается именно в такой продукции, понимаете? А с другой стороны, в тюркском мире как раз достаточно людских ресурсов, которые могут быть использованы в России. Ну а проблемы наших народов, да, мы хотим сохранить язык и культуру. Значит, у нас ареал распространения наших языков и культуры, он ограничен в рамках Российской Федерации. Потому что был СССР, был больший ареал. Когда стала Российская Федерация, ареал существенно сократился, да? И применение наших языков и культуры, к сожалению, тоже ограничено. Тем более здесь принимаются различные законы, ограничивающие изучение родных языков, да? Ну, мы знаем, вот недавно был, значит, в республиках, значит, это отказ от обязательного изучения второго государственного языка. Вот. В республиках в основном тоже идет уже, в основном, все дело производства начинается на русском языке. Показательный пример был недавно обсуждение кандидатуры омбудсмена, да, в Татарстане. Женщина, которая сказала, что она в детстве знала татарский язык, значит, теперь забыла вроде бы, или вспомнил, не знаю. В общем, короче говоря, человек, который совершенно не знает уже второго государственного языка, что положено по Конституции Республики. Но все равно ее, значит, за нее проголосовали, несмотря на протесты некоторых депутатов, и приняли. Понимаете? Я хочу сказать, почему у нас всегда союз. Потому что, как татарский народ говорю, у нас очень народ, скажем, много уделяет времени сабантуям, танцам и артистам. Очень много уделяет время для политики. Мы, как бы всегда, наш народ стороняется политики. Говорит, а что это такое? Политика же нас не касается. Как не касается? Если политика не касается, то политика по-любому нас коснется, нашу жизнь. Исходя из этого, мы всегда как отталкиваемся. Больше народ приучать, что нужно политикам. Наши институты нужны подготовки кадров, политтехнологов, международных экспертов. Мы смотрим, да, как бы по телевизору, кто там сидит? Все говорят, международный эксперт, политтехнолог. Они друг другу дают такие названия, народ думает и вправду. И он начинает уже от своего имени за весь народ, даже не касаемо никакого отношения к этому народу, идти, да, и за них говорить. Я об этом говорю. Нас почему там мало, да, как бы мы очень мало поддерживаем друг друга, скажем так, да, и политики. И для того, чтобы наши народы, вот, касаемо татар, говорю, для нас большинство, как бы в Советском Союзе еще было, чтобы достигнуть каких-то высот, вот сюда в Москве, каких должностей, у нас меняли фамилии. Это, да, как бы, эта тенденция была, эту тенденцию надо искоренять, чтобы молодежь понимал, не путем фамилии, изменения фамилии надо достигать, а путем своих качеств лидерских, да, как бы знаний. Вот об этом говорю, это же тоже всех народов касается. Я изучил, да, у нас при правительстве есть 14 комиссий. Комиссия по делам национальности, комиссия по делам образования, комиссия по делам русских народов, комиссия по делам даже казачества. А комиссии по делам тюркоязычных народов нету. Хотя тюркоязычный народ это 450 миллионов, 129 народностей. И в России большинство этих народностей где-то, да, живет. А почему тогда нету у нас комиссия при президенте Российской Федерации по делам тюркоязычного населения? По казачествам есть, которые, я не знаю, сколько их. Об этом говорю. Не то, что сами виноваты. Да, там где-то 17 комиссий. Я посмотрел на уровне татар только, да. Наших татар представляет там 2 человека только. У меня 14 комиссий, 83 человека. По идее, согласно переписи населения, мы занимаем 4%, да, они как написали, 4% от населения. В свою очередь, я считаю, что наша сила должна быть в солидарности и взаимопомощи.
И в частности, если мы идем одним путем, мы должны поддерживать друг друга вне зависимости от сложности той или иной ситуации. В частности, я хотел бы выразить со своей стороны, не только от лица Союза татар Москвы, от лица Народно-демократической партии «Ватан», общественных организаций «Левый фронт» или же Форума Свободной России, но также я от нас всех выразить поддержку против обвиняемых, скажем так, незаконно обвиняемых людей по многим политическим процессам. В частности, вот Олег Мустафин, он рассказал про ситуацию с Хизбут Тахрир, с Дагиром Хасауовым. Я считаю, что в том числе Лев Александрович Пономарев и Гаяр Ахметович, они постоянно присутствуют на всех судебных процессах и выражают поддержку и оказывают помощь. В частности, хотел бы выразить свою собственную точку зрения по данному процессу. Это политически ангажированный процесс. И я скажу даже, что мы говорим о том, что вот есть Запад, есть Восток, но давайте исходить из того, что даже зарубежные, скажем так, наши партнеры, они говорят о том, что эти люди невиновны. Есть такие организации, как Килиам в Великобритании, бывшие члены Хизбут Тахрир, которые не то что говорят о том, что эти люди не только невиновны, но также они не имеют никакого вообще отношения к данной деятельности.